ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 14:00. В актовом зале городской администрации стартует открытая пресс-конференция по вопросам организации нестационарных торговых объектов. Сегодня здесь собрались представители администрации, предприниматели, члены торгово-промышленной палаты, представители управлений. Вопросы, касающиеся малого и среднего бизнеса, имеют приоритетное значение, ведь по расчетам специалистов 40% доходов бюджета в 2015 году придут от частных предпринимателей. Главные изменения в этой сфере затронут вопрос заключения договоров на предоставление участков. Основные моменты заключаются в том, что раньше нестационарные торговые объекты устанавливались на основе договоров аренды земельных участков. А теперь эта функция перешла в управление экономического развития и будет заключен договор на установку данного торгового объекта. Для предпринимателей что это даст? Там другие требования для установки и другой контроль будет за ними, за исполнением их обязанностей. Индивидуальных предпринимателей, участвующих в ярмарках выходного дня, не устраивает ситуация с новым местом для торговли. Они обвиняют власть в двойных стандартах и подыгрыванию крупным сетевым магазинам. 100 человек приезжали, вся продукция была, и все население пользовалось, чего только не было во время этой ярмарки. Значит, большие магазины страдали. Оказывается, большие магазины решили наверху этот вопрос, и нас просто задвинули. А теперь я объясню, куда. Под ЛЭП. Туалета до сих пор нет, освещения нет, значит, там подъезда нет. Мы разворачивались на машине, извините, я чужую машину стукнула. Там нет вообще условий. Если вы говорите о санитарных условиях, то там вообще запрещено стоять. Нет остановки, куда бабушки ходят с сумочками, которые как раз покупатели вот этих ярмарок выходного дня. Предпринимателям порекомендовали обратиться в комиссию по размещению нестационарных торговых объектов. Предложения комиссии носят рекомендательный характер. Однако, как отмечают ее члены, администрация прислушивается к ним и идет навстречу. Сегодня работа налаживается, и мы призываем всех, кстати, предпринимателей, которые не знают, куда обратиться. Пожалуйста, обращайтесь, в отдел экономического развития, непосредственно в отдел работы с предпринимателями. Обращайтесь непосредственно в наши союзы предпринимателей города. Мы все вам поможем. Где-то у вас торговая точка стоит, мы поможем ее легализовать, чтобы она вошла в эти схемы, вы получили соответствующие документы, чтобы вы были правомочны и нормально старались вести свой бизнес, свои дела, зарабатывать деньги. На сегодняшний день в городе зарегистрировано 3477 индивидуальных предпринимателей, 22 средних предприятия и 157 малых. Доходы бюджета от частного бизнеса постоянно растут. К тому же в нынешней политической и экономической ситуации муниципалитетам придется научиться опираться на собственные силы и ресурсы. И для того, чтобы местный бизнес чувствовал себя комфортно, придется в кратчайшие сроки провести большую работу.